что мог Манжосов такого рассказывать на этой пресс-конференции? Ну, сейчас мы, конечно, можем только гадать, что он конкретно мог сказать. Сейчас он в интервью одному из телеканалов, он сказал, что... Да, телеканала Прямого, он сказал, что да вот я хотел собрать конференцию и хотел там сказать, что я не имею ничего против Зеленского. Ну так это выглядело. Он выглядел очень скованным, очень испуганным, мне кажется, зажатым таким. То есть, мне кажется, ему действительно угрожали. И ну какой человек будет собирать конференцию, чтобы сказать, что я не имею ничего против? А угрожал кто? Ну, вы знаете, сейчас очень ставки повышаются, остаются считанные дни до выборов, и, конечно, любая информация о Зеленском, которую мог бы разгласить человек, который близко его знал, который с ним очень долгое время работал, может, конечно, очень сильно понизить рейтинг Зеленского. Сейчас мы пытаемся как раз выяснить эту ситуацию с анализами Зеленского на наркотики. Он таки отказался их сдавать, и я думал, что просто там какая-то неразбериха, и они там в течение пары дней он все-таки сдаст анализы, снимется этот вопрос про его наркозависимость, но он продолжает игнорировать. И это говорит о том, что все больше общество подталкивает к мысли о том, что он действительно наркозависимый. Возможно, как раз вот его близкий друг мог и рассказать, ну, я понимаю, что в шоу-среде это не проблема абсолютно, там легкие наркотики покурить, там понюхать какой-то другой наркотик, но для президента это недопустимо.